Проект «Золотые секунды» был создан Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия с целью обучения населения оказания первой помощи при различных критических состояниях. В первой серии мы сделали с коллегами фильм, посвященный первой помощи при дорожно-транспортном происшествии. И статья, фильм вызвали большой резонанс, людям понравилось. Соцопрос показал, что более 70% посетителей интернет-портала Экото.ру согласны, что проект необходим для населения. Также мы планируем обучающие семинары не только в Якутске, но и в районах, в том числе отдаленно. В скором времени стартует наш проект в Тампонском районе, который относится к северу. Разрешите еще раз поздравить вас с тем, что наше население все-таки не равнодушно. Например, в недавнем ДТП с участием велосипедистки откликнувшихся помочь было очень много. Благодаря первой помощи, правильно оказанной, а также оперативной работе скорой помощи, профессионалов Центра экстренной медицинской помощи, девушка идет на поправку жизни велосипедистки, получившей травмы ДТП, ничего не угрожает. Здравствуйте. Ну, вы, наверное, в курсе, что вообще и травматизм выходит на одно из лидирующих мест, да, вообще по стране, не только в республике, по стране, в мире. Ну и летальность от травматизма уже вышла в лидирующие места. И в тройке основных причин смерти среди взрослого населения травматизм, к сожалению, занимает 2-3 места. В детской практике чуть меньше, но вот мы, как детские врачи, которые сталкиваемся с экстренными ситуациями у детей, можем уверенно вот констатировать, что особенно в летнее время, когда дети на каникулах предоставлены сами себе, у них снижено внимание со стороны взрослых, где-то за сутки у нас обращается до 60-70 детей в приемное отделение. Это получается где-то 80% обращений в приемное отделение именно по случаю травм. К сожалению, некоторые эти травмы бывают достаточно тяжелые, но надо сказать, что летальности пока не было, но по районам ежегодно в республике регистрируются смертные случаи детей от травм. Поэтому этот проект мы тоже решили поддержать. И вообще вы в курсе, что во многих развитых странах люди знают, да, как оказать первую помощь, и нам тоже нужен такой ликбез. Хотя бы первые мероприятия, чтобы человек в таких экстренных ситуациях может теряться и не знает, что ему предпринять в первую очередь. То есть у него должны быть четко свои инструкции, как немножко вот хотя бы примерно определить, что случилось с этим человеком пострадавшим, и оказать первую хотя бы посильную ему помощь. Поэтому вот этот фильм, который СМИ Минздрава хочет выполнить, да, мы этот фильм хотим тоже распространить в образовательных учреждениях. И, наверное, мы еще пойдем дальше, будем проект расширять со студентами медицинского института, чтобы они тоже ходили по школам, по образовательным учреждениям, хотя бы вот высшие учебные заведения, да, и чтобы люди, наша молодежь знала, как поступать вот при таких ситуациях. Спасибо вам. И в проекте участвуют наши доктора. Добрый день, участники семинара, занятия. Очень приятно, что пригласили для выступления. Тема велосипедистов на дорогах города — это очень актуальная тема, очень опасная тема, потому что госавтоинспекция очень волнует эта тема. Потому что с начала года уже около 20 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано с участием велосипедистов, из которых 7 уже получили очень тяжелые травмы. Просто из-за того, что водитель велосипеда не может элементарно придерживаться требований правил дорожного движения. Да, конечно. Можно вопрос? А 20 зарегистрированных случаев, из них виноваты в ДТП кто? Водители или велосипедисты? Хочу отметить, что велосипедисты больше
больше нет, около, сейчас скажу точно, 15 дорожно-транспортных происшествий по вине велосипедистов. Это у нас элементарно, это он переезжает проезжую часть, не спешившись, это по правилам должен водитель велосипеда у нас слезть с велосипеда и перейти проезжую часть. Это у нас движение по встречной полосе или по середине проезжей части. Вот это элементарные вещи, которые необходимо знать каждому велосипедисту. Ну, я думаю, сегодняшний семинар многое подчеркнет у каждого велосипедиста, и остаток велосезона у каждого останется только хороших эмоций и позитивных. Спасибо. Я продолжу тему, начатую Александром Викторовичем. И все-таки хочу начать свое выступление с того, что мы здесь для того, чтобы вот эти знания, которые вы здесь получите, пусть они у вас, конечно, будут, но мы желаем, чтобы вы их не использовали на практике. Чтобы вот таких случаев, когда машина встречается с велосипедом, встречалась как можно реже, а лучше, чтобы вообще не встречалась. 7 происшествий с начала года – это довольно много, но хочется отметить и положительную тенденцию, что в прошлом году столкновений велосипедов с машинами было гораздо больше. Поэтому, наверное, стоит отметить, что люди, управляющие велосипедом, стали более грамотными. Мы хотим помочь вам в этом и напомнить основные правила, которых стоит придерживаться, а также правила для самых маленьких, которые также ездят на велосипеде. И возможно, что вы когда-нибудь сможете донести эти знания для тех, кто поменьше, кто только начинает любить велосипеды и двухколесный транспорт. Ну, я начну с того, что мы все родители, так или иначе мы сталкиваемся с детьми на дороге. На дорогу можно выезжать только с 14 лет. И купив велосипед, можно купить велосипед гораздо раньше. С ребенком нужно быть рядом и не разрешать ему выезжать на дорогу. И даже во дворе можно встретить опасность, потому что ребенок не всегда готов ко встрече с автомобилем. Всегда будьте внимательны и аккуратны. Недавно был случай, вот его недавно сейчас сказали о том, что вот на кольцевой дороге велосипедистка выехала вместе с потоком транспорта и после чего совершила столкновение с автомашиной Toyota Land Cruiser. Девушка 22 лет оказалась в больнице с очень тяжелыми травмами головы. Я очень рада, что она идет на поправку, потому что травмы были довольно серьезные, и мы все волновались за нее. Конечно, спасибо тем врачам, которые оказались рядом и оказали первую медицинскую помощь. Но все-таки так поступать нельзя. И эта ситуация могла бы вообще не возникнуть, если девушка доехала до ближайшего пешеходного перехода и перекатила велосипед. Но мы вам желаем, чтобы дорожно-транспортные происшествия случались как можно реже, чтобы вы с нами также намного реже встречались. И мы бы хотели принимать участие в ваших мероприятиях и только за активное содействие и помощь. Спасибо вам. Извините, пожалуйста, еще раз вопрос. Вот вы говорите, этого бы не случилось, если бы она доехала до пешеходного перехода. Но при этом велосипедист по правилам двигается в крайней правой полосе, и ему не обязательно лезть на пешеходный переход. Он может просто соблюдать... Там были немного другие обстоятельства ДТП. Девушка выезжала от кольца с левым поворотом на Сергеляское шоссе. Она не ехала по правому краю проезжей части. Она нарушила, к сожалению, правила дорожного движения. Да, это было вот здесь совершенно недалеко. Она выезжала от кольца на Сергеляское шоссе с левым поворотом. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, я отвечу. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые присутствующие. Назар вот пригласил нас для того, чтобы мы поучаствовали в таком очень замечательном семинаре. Да? Действительно, велосипедист сопряжен с опасностью, ну не только велосипедист, вообще человек на дороге, где машины, где присутствует большая опасность, всегда высокий риск. А для велосипедиста риск намного выше, так как наши дороги очень сильно загружены, инфраструктура абсолютно не отвечает для того, чтобы велосипедисты нормально могли ездить по нашим дорогам, по дорогам города Якутска. Но тем не менее велосипедное движение растет, велосипедистов из года в год становится все больше и больше, и это количество все равно будет расти. Поэтому такие семинары, они должны быть, чтобы
ну не каждый может быть велосипедист, а через одного хотя бы знали первые правила помощи на дороге. Допустим, если брать себя, да, я никогда мимо не проезжаю, когда людям плохо на дороге, что-то, какие-то проблемы случаются, я всегда останавливаюсь и ну, выясняю, да. Недавно тоже случай был, если бы я не знал, как человек упал просто с эпилепсией рядом с дорогой, я обратил внимание, подошел и человеку помог. И хотелось бы, чтобы в нашем обществе людей неравнодушных было намного больше. Ну вот так, в принципе, коротко. Ну если сказать, как работает Федерация велоспорта Республики Саха-Якутия, мы проводим очень много мероприятий, но у нас в основном спортивные мероприятия. Вот таких вот общественных, познавательных, обучающих семинаров мы, конечно, не проводим. Это, к сожалению, но на будущее нам нужно обязательно включать совместные, я думаю, такие мероприятия и с ГАИ, и с людьми, которые могут ответить на наши вопросы, чтобы мы могли развеять, да, какое-то непонимание у людей. Ну, хотелось бы сказать, чтобы все велосипедисты были очень внимательны на дороге. Ни в коем случае нельзя выезжать без шлема. Голова страдает в первую очередь. Если пострадает головной мозг, то уже пиши пропало. Ну, на открытом воздухе я вот такие мероприятия вижу только впервые, и это очень радует. Ну, хотелось бы посоветовать всем родителям, чтобы детям постоянно внушали мысль об осторожности, и чтобы на дорогах всегда ездили предсказуемо, это самое главное. И я пожелал бы, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще и как можно пораньше. Наверное, весной, когда вот этот велосипедный сезон начинается. Ну, спасибо всем за участие, и мы, наверное, в дальнейшем вот это мероприятие еще в конце сезона, наверное, еще можно сделать. И вот это все радует, конечно. Слово предоставляется врачу, анестезиологу, реаниматологу первой категории, который долгое время работал в арктических районах, в том числе в санавиации. Он герой первой серии. Андрей Александрович Кислов. Пожалуйста. Здравствуйте всем. Большое спасибо, что пришли. Так, для начала я попрошу одного добровольца. Кто смелый? Как зовут? Степан. Сейчас будет демонстрация практически навык. Так, попросим Степана лечь. Он у нас так называемый условный пострадавший. Итак, произошла какая-либо драма на дороге. Причина может быть у нее любая. Так, и в общем, в первую очередь, мы хотим, не то что хотим, мы обязаны, просто наша святая обязанность, попытаться оказать медицинскую помощь пострадавшему. Итак, в общем, первый шаг. Оценка уровня сознания. Вот лежит человек, глаза закрыты. Так. Мужчина, слышите меня? Так, реакции нет. В общем, можно вот так вот пощипать за ухо или вот тут вот там, ну, как бы болевые раздражители. Мы видим, что никакой реакции нет. То есть мы уже знаем отсутствие сознания. Уровень сознания, там, уровень его отсутствия, там, уровень нарушения, дело врачей. Мы просто установили, что сознание у нас нарушено. Далее, потом следующий шаг. Мы должны определить, есть ли дыхание у человека или нет. Итак, для этого вот тройной прием. То есть определяем пульсацию артерии, лучевой артерии.
То есть вот здесь вот мы видим вот сухожилия, их тут два, и вот над ними, как правило, вот все у себя вот, посмотрите, вот над сухожилиями. Биение пульса чувствуете? Чувствуете, бьется. Это норма. Так, вот, определяем, есть или нет. Также наклоняемся к лицу пострадавшего. Одновременно с этим. То есть на слух, дыхание есть или нет. И также на дуновение от дыхания. И также смотрим на грудную клетку. Есть движение или нет. Итак, значит, определяем. Здесь пульса нет. Дыхание тоже не ощущаем. Экскурсию грудной клетки тоже не видим. Могут быть, в панике, там, допустим, сомнительные какие-то ситуации. Первый шаг, в общем, если сомневаетесь, значит, надо делать. Надо делать сердечно-легочную реанимацию. Итак, первый шаг. Вызов скорой помощи. Алло, девушка, ДТП, поворот на детский центр. Дыхание, по-моему, нет. Нет, без сознания. Пульс не определяется. Да, поворот на детский центр. Ждем, спасибо. В общем, определяем место, объясняем, что случилось с человеком. И, собственно говоря, ждем. Так, далее. Следующий наш шаг. Это заставить работать неработающее сердце, либо работать вместо него. То есть непрямой массаж сердца. Руки, кому как удобнее, можно сделать в замок, можно вот облокотить вот сюда вот, но так, чтобы вот эта вот часть ладони, нижняя часть ладони касалась грудины. Грудина — это плоская кость, идущая продольно. Вот все пощупали у себя, у всех она есть. Вот нижняя часть грудины — это участок, на котором мы работаем. Называется вот это вот непрямой массаж сердца. То есть ритмичные нажимы. При этом работать надо поясницей. Не надо сгибанием рук работать. Только вот наклоны. Во-первых, у вас будет более эффективный сам толчок. Во-вторых, вас просто хватит на дольше. Потому что вот такими вот движениями боюсь, что когда приедет скорая помощь, то реанимационные мероприятия, возможно, придется оказывать и вам самим. Делаем 30 ритмичных нажимов. Примерно так. 2 нажима за 1 секунду. Раз, поехали. 30 нажимов сделали. Далее, следующий шаг. Обеспечение проходимости дыхательных путей. То есть надо запрокинуть голову пострадавшего, открыть рот. Так, любыми подручными средствами, будь то, допустим, носовой платок, там что угодно, там высвобождение, может быть травма, там может быть кровь, там могут быть рвотные массы, может быть масса чего другого. В общем, все вот это вот высвобождается. Далее, выведение челюсти вверх, открытый рот, запрокинутая голова, тем самым прямой путь для проведения искусственного дыхания. В данном случае искусственное дыхание рот в рот. То есть дышим 2 раза, 2 вдоха, и далее переходим снова к компрессии. То есть такой комплекс называется сердечно-легочная реанимация. То есть, первое, обеспечиваем циркуляцию. Далее, обеспечиваем проходимость дыхательных путей. И следующие дыхательные движения. И в таком режиме работаем до приезда скорой помощи.
Вот, собственно говоря, по сердечно-легочной реанимации на этапе, на первичном звене, собственно говоря, все. Спасибо большое вам за внимание. Также хочется поблагодарить Степана за оказанную помощь и за отзывчивость. Так, ну и присоединюсь ко всем, кто уже ранее выступил, о том, чтобы как можно меньше, а лучше, чтобы вообще не было таких ситуаций в вашей жизни. Но, тем не менее, мы должны это все знать. Если такой ситуации в вашей жизни не произойдет, слава Богу. Но если, не дай Боже, случилось, вы уже подготовлены. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Александрович. Итак, повторюсь. Первое – это циркуляция. Второе – обеспечение проходимости дыхательных путей. И третье – это искусственное дыхание. Соотношение 32 вдоха, 30 компрессий. 2 вдоха, 30 компрессий. Пока не заведете сердце. Так. Переломы грудины? Но все равно мы приоритет ставим завести мотор в первую очередь, потому что если не завести мотор, кровь не будет двигаться, не циркулировать, и мозг умрет от гипоксии, нехватки кислорода. Травма головы. Сейчас вот как раз вопрос поступил. Приглашаю Афанасия Афанасьевича, нейрохирурга, детского нейрохирурга. День. Очень приятно, что пригласили. Мы детские нейрохирурги. В основном занимаемся с детьми, которые до 14 лет. К счастью, что у нас тяжелых автотравм бывает редко, где-то 0,3% всех травм. Большинство это падение с высоты и малый возраст. Ну, у нас в контексте семинара Иван, да? Можно спросить? Степан. На месте происшествия, естественно, вначале надо оценить ситуацию. Оценить ситуацию в плане того, что человек, если произошло ДТП, что в первую очередь должен делать? Оценить в плане безопасности для себя, который оказывает помощь. То есть, если это проезжая часть, он должен обеспечить свою безопасность. А потом оценить состояние больного. Если человек находится в коме, в первую очередь, первая помощь – это освобождение дыхательных путей. Если человек лежит на спине, подъязычные мышцы, они западают, и сам язык закрывает дыхательные пути. И может быть асфиксия. Поэтому больного в первую очередь надо повернуть на бок. Ту руку, которая к вам, вы поднимаете наверх, берете за плечо, и та нога, которая от вас подальше, сгибаете и поворачиваете больную к себе. И голову ложите сюда. Тем самым вы освобождаете дыхательные пути от слизи, от рвоты. И любым подручными средствами, салфетками или что есть, вы убираете все, если есть рвотная масса, с ротовой полости. Если зажат? Но если зажат, то Зубы зажаты, да? Допустим, эпилепсия, приступ. Сейчас речь пока о травме, о эпилепсии потом. Эпилепсик, его ударили, он упал, его начало толкать. При потере сознания расслабление всех мышц происходит. если эпилепсия, да, его надо зафиксировать, держать, чтобы он случайно и сам себя, и окружающих не повредил, и убрать в первую очередь от него все опасные вещи, любые там острые вещи, стекло или что-то есть. И больного, естественно, вот так держать на боку и пытаться открыть рот. Допустим, я к нему, вот у меня случилось, да, я к нему зубы разжал этим, причем от домофона.
и у него там столько этих слизи, всякое это было. Он уже задыхался. Я ему там конкретно раздробил немножко, открыл, и тогда он задышал. После этого, как это все вывалилось, в том числе и язык, я пытался его там схватить, но бесполезно. Я сначала думал, может какой-то беззубый край у него есть, чтобы надавить, чтобы открыть, но бесполезно. А в плане того, что если вот, допустим, тризм челюстей, начнем с того, что разжимать, например, специально ничем подручными средствами не надо. Не надо. Потому что там наоборот, вот именно вот выбиваем зубы, подробим, и это все как раз таки в дыхательные пути уйдет. То есть вот как доктор, укладываем на бок, ну и обезопасить. Если тризм произошел, то за ним эпилепсия, то фаза расслабления, она все равно так или иначе она будет. Поэтому стоит ли нам настолько упираться, чтобы ну, как сказать, чтобы продышать. Притом, ну, различные степени, допустим, судорог, не факт, что человек в течение их не дышит. Так называемые позы для лягушки. Такое положение в основном предполагает травму костей таза и позвоночника. И в таких случаях любые резкие движения больного, хоть в шейной области, хоть где, может вторично повредить спинной мозг. Поэтому самый первый постулат это как... Первые вопросы. Вернемся к сердечно-легочной реанимации. То есть, какие показания к сердечно-легочной реанимации? То есть, что заставляет вас, какие признаки у пострадавшего приступить к сердечно-легочной реанимации? Так, хорошо. Первый есть. Так, Назар Иннокентьевич, у меня, кстати, предложение. Я думаю, Степе за активную помощь надо, как говорится, вне конкурса. Екатеру Степану за то, что он нам помог. Сумочка продуктовая, чтобы на хлебом ходить. Итак, далее. Первый шаг при оказании помощи пострадавшему с клинической смертью. Первый шаг. Оценить его состояние. Ну так, ну скажем, это уже оценено, мы уже доказали. Уже в вопросе звучит. Правильно, совершенно верно. Как зовут? Данил. Данил молодец. Скажи пару слов. На камеру, вот, я камеру снимаю. Ох, нифига себе. А что сказать? А где текст? Призови, чтобы не нарушали. В общем, призываю, чтобы вы не нарушали. Молодцы. Да. Спасибо. Подходим, не стесняемся. Ну и вас первый открыть. Обе, да? Вот. Правила дорожного движения для велосипедистов, мотоциклистов и скутеристов. Важно. И пару слов скажите. Ездите без аварий, комич травм. Движенца велосипедного движения Республики Саха-Якутия. Аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо. Всем спасибо.